Сахарный диабет – это глобальная эпидемия. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 422 миллионов человек во всем мире страдают сахарным диабетом. К 2030 году это заболевание может стать седьмой по значимости причиной смерти. В России ситуация также вызывает обеспокоенность. По официальной статистике Министерства здравоохранения Российской Федерации, на конец 2022 года более 5 миллионов человек имели официально зарегистрированный сахарный диабет. Этот недуг является группой хронических заболеваний, характеризующихся повышенным уровнем глюкозы в крови. Это происходит по одной из двух основных причин. Либо поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина, гормона, который помогает глюкозе из пищи проникать в клетки и использоваться в качестве источника энергии. Либо когда организм производит инсулин, но клетки не реагируют на него должным образом. Сахарный диабет бывает различных видов. Основные подтипы диабета – это первый и второй тип диабета. Соответственно, первый тип диабета – это инсулинзависимый, при котором пациент нуждается в пожизненной терапии инсулином. И сахарный диабет второго типа – это вызванный, также сопровождающийся гипергликемией, высокими сахарами, но связанный не с отсутствием инсулина, а иногда даже с его гиперпродукцией, а чаще с снижением чувствительности периферических тканей по различным причинам к действию эндогенного инсулина. В обоих случаях глюкоза накапливается в крови, что со временем приводит к серьезным повреждениям различных органов и систем. Опасность сахарного диабета кроется не столько в самом повышенном уровне сахара, сколько в его долгосрочных последствиях. Хронически высокий уровень глюкозы в крови действует как яд для кровеносных сосудов и нервов, приводя к развитию тяжелых осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания, поражение почек, глаз, нервов и диабетическая стопа, когда повреждение нервов и сосудов в ногах в сочетании с плохой циркуляцией крови увеличивает риск развития язв, инфекций и в тяжелых случаях ампутации. За последние несколько лет статистика заболеваемости в Ингушетии сахарным диабетом, к сожалению, выросла. В нашей республике в настоящее время состоит на диспансерном учете около 9 тысяч пациентов с сахарным диабетом, 555 человек из них являются пациентами с сахарным диабетом первого типа, то есть инсулинзависимая форма. Развитие сахарного диабета обусловлено различными причинами, которые зависят от его типа. Важно понимать, что каждый диабет имеет свою уникальную этиологию, хотя в некоторых случаях могут быть общие предрасполагающие факторы. Развивается чаще всего на фоне избытка веса. На фоне избытка веса развивается гиперинсулинемия из-за того, что чувствительность к инсулину у тканей снижается. Попасть в клетку, глюкоза, попадающая к нам в организм с продуктами питания, может только когда инсулин, так сказать, простыми словами, даст ей доступ в эту клетку, когда чувствительность периферических тканей к инсулину снижена, и они не могут открыть эту клетку для того, чтобы глюкоза попала туда внутрь, остается, соответственно, в крови и высокое содержание глюкозы, и высокое содержание инсулина наблюдается. Обезопасить себя от сахарного диабета, особенно второго типа, который составляет 90-95% всех случаев, вполне возможно с помощью целенаправленных изменений в образе жизни. Сахарный диабет первого типа, будучи аутоиммунным заболеванием, на сегодняшний день не поддается профилактике. Однако на диабет второго типа, а также на снижение рисков гестационного диабета мы можем активно влиять. Профилактикой сахарного диабета являются на самом деле правильный образ жизни. Во всем мире часто слышим лозунги, что диабет – это не просто заболевание, это образ жизни. Поэтому основными мерами профилактики являются соблюдение диетических рекомендаций и контроль за весом, физическая активность. Всемирный день борьбы с этим заболеванием отмечается 14 ноября. Медицинские учреждения страны, включая наш субъект, периодически занимаются осведомлением населения о опасности и профилактике сахарного диабета. Мадина Цора, Акрамат Десхоев, Магаз, 24.